Добрый день, в эфире новости, в студии Джангал Мырза Дюйшинбекова. Сегодня утром произошла авиакатастрофа под Алматой. Нур-Кизет сообщает о 12 погибших. Они опознаны, их имена известны. 49 пострадавших, среди них один кыргызстанец. Представители консульства уже направились к нему в больницу. Также на борту были двое украинцев и один гражданин Китая. Пассажирский самолет, на борту которого находились 98 человек, потерпел крушение недалеко от аэропорта. Рейс Z-2100 Алматы-Нур-Султан авиакомпании Back Air вылетел сегодня утром и через несколько минут после взлета в 7 часов 22 минуты Фоккер-100 потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Такие сведения дает официально Комитет гражданской авиации Казахстана. При падении воздушное судно упало на двухэтажный дом близлежащего поселка. Был ли кто-то внутри строения, не сообщается. Самолет разломился, но не загорелся. В данное время идет эвакуация, сообщает МВД Казахстана. Бортовые самописцы уже найдены. Всего пассажиров летело в самолете 93 человека и 5 членов экипажа. Уже точно известно, что среди погибших председатель Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Дороги в Алмате перекрыты по пути следования в аэропорт. В расследовании крушения задействуют МАК СНГ и завод-изготовитель. Полеты судов марки Фоккер-100 пока приостановлены. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил о создании правительственной комиссии во главе с заместителем премьер-министра. Специалисты, заверил президент, разберутся в причинах трагедии и виновные понесут наказание. Завтрашний день объявлен в Казахстане траурным. Соболезнования в связи с трагедией всему народу Казахстана, а также его президенту Касыму-Жомарт Токаеву направил глава нашего государства Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что новость об этом горе он и все жители нашей республики восприняли с чувством глубокой скорби и добавил, что все кыргызстанцы передают свою моральную поддержку родственникам погибших и разделяют горечь их утраты. Очередной политический скандал теперь в партии Атамекен. Занимавший все последнее время пост главы фракции Алмамбет Шикмаматов покинул эту должность, сдал депутатский мандат и вышел из рядов Атамекена. Политик сам решил сообщить об этом во избежание всяких домыслов. Так рассказал он, основной причиной, по которой он принял такое сложное решение, стали разногласия с самим лидером партии Өмирбеком Текебаевым. По его словам, он намерен объединиться с конструктивными политическими силами, которые придерживаются, как и он, левоцентристских ценностей, верят во внутрипартийную демократию, отторгают любую форму деспотизма не только в формате государственного управления, но и внутрипартийных отношениях. Вступать в политобъединение противников Атамекена и не думает, так как такой поступок, подчеркнул Алмамбет Шикмаматов, не в его правилах. Данное решение для меня было очень болезненным, тяжелым, поскольку я 15 лет служил в этой партии. Я знаю каждого атамекенца. Я их люблю и уважаю. Они всегда будут в моем сердце. С большой политики я не уйду, не собираюсь уходить. Я сам социал-либерал по своему политическому убеждению. Думаю, что я буду заниматься активной политикой. Что касается мотивов, моя ошибка в том, что я нарушил вот этот вот завет жизненный, да, не сотвори себе кумира. Это действительно это больно, когда ты сотворил себе кумира. Собственное заявление с просьбой прекратить досрочно его депутатские полномочия он написал накануне. Уже сегодня ЦИК эту просьбу удовлетворил и передал его мандат Нурбеку Садыгалиеву. Но это не единственные перетрубации, которые коснулись Атамекена. В Центризбиркоме сообщили, что из самого зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Джугурку Кенеша этой партии исключено было еще 4 человека. Это Талант Узакбаев, Ташболот Балтабаев, Рыспек Мирзаматов, Болот Шер. По информации ЦИК, все они написали заявление об исключении по собственному желанию.
Главу кыргызской диаспоры в Якутии и его сожительнице предъявлено подозрение в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Видео ареста, которое производили правоохранительные структуры, опубликовали российские СМИ. Отвечая на вопросы силовиков, мужчина представился Джазбеком Бикбалиевым, главой кыргызской диаспоры в Якутии. При нем обнаружили несколько паспортов граждан Кыргызстана с документами о постановке на миграционный учет. Объясняя, почему паспорта и бумаги находятся у него, а не у самих граждан, он ответил, что его соотечественники плохо разговаривают на русском, и из-за языкового барьера он им помогает. Однако следствие установило, что подозреваемые за вознаграждение искали иммигрантов, у которых была необходимость в постановке на миграционный учет, подбирали людей, которые соглашались выступать принимающей стороной, затем составляли документы о прибытии иностранца с недостоверными сведениями. Полученные от указанной деятельности деньги распределялись между членами группы по договоренности. Между тем, в самом Кыргызстане усугубляется ситуация с синтетическими наркотиками. По данным профильной службы при МВД, каждый день создаются все новые и новые формулы, по которым производятся наркотические вещества. Однако их нет в списке запрещенных законом. Специалисты просто не успевают их туда добавлять. Однако при поимке наркодельцов возникают сложности с применением в их отношении наказания. Согласно официальным данным, по республике около 8 тысяч человек считаются наркозависимыми. Самый пик по росту числа наркоманов был зафиксирован в прошлом году. Тогда на учет поставили более 700 граждан. В этом году около 200. Младенец в целлофановом пакете. Такую находку обнаружили в Кочкурате около автовокзала. По данным Управления внутренних дел Джалабадской области, сверток нашли около 5 часов вечера накануне. По словам правоохранителей, оказалось, что подозрительный пакет с мертвым малышом внутри на вокзал принес бездомный. Бомж нашел его недалеко в кустах и специально перенес его в более людное место, чтобы его заметили. Факт зарегистрировали в едином реестре проступков и преступлений. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Еще несколько пунктов для растаможки авто дополнительно открыла таможня. Регистрировать свежепригнанные машины из третьих стран вне ЕАЭС будут без выходных до полуночи, вплоть до 31 декабря. Об этом сообщили в ГТС. Кроме пункта автомобильный на рынке Риом в селе Военантоновка, растаможку теперь производят также в МТО «Бизнес-Транссервис» в Бишкеке по улице Кожевенная, 74, и на железнодорожной таможне «Северная» в МТО автомобильной по улице Чулпанатинская, 2А. Напомним, все последние дни в военно-антоновском пункте наблюдались огромные очереди, так как именно в том терминале проводят растаможку машин. Однако, по словам предпринимателей и автовладельцев, 5 сотрудников этого пункта физически не успевают обслужить всех. Дело едва не доходит до драк, так как люди сутками ожидают своей очереди, торопясь произвести процедуру таможенной очистки пригнанных машин до окончания льготного периода, который заканчивается уже 31 декабря. Надежда страны и, главное, ее богатство. Это будущие специалисты, каждый из которых в скором будущем планирует заняться своей профессией и преуспеть в том или ином деле. Сегодня они еще только учатся азам, перенимают навыки для работы в выбранной сфере деятельности. Причем непосредственно эти ребята учатся с усердием. По их словам, они хотят не только реализовать себя, но и принести пользу стране. Более 70 студентов практически из всех вузов городов страны стали обладателями президентской стипендии. В государственной резиденции Аларча собрались экономисты, юристы, артисты, врачи, милиционеры и прочие будущие специалисты. Те, кто на протяжении всего учебного года доказывал свои успехи и подтверждал полученные знания положительными оценками. Почетные дипломы и стипендии в размере 50 тысяч сомов каждому из них вручил лично глава государства Сооронбай Жээнбеков. Светлое будущее достроит только тот народ, который воспитывает умное и здоровое молодое поколение. Глядя на вас, я уверен, что в нашем обществе вырастает именно такая молодежь. Через некоторое время на вас будет возложена задача вести страну в будущее.
Вы возьмете на себя ответственность за наше государство. Для этого от вас требуется настоящий патриотизм, владение качественным знанием, упорный труд для достижения целей по дальнейшему развитию страны. Я верю, что вы есть такие молодые люди, самые талантливые, умные и трудолюбивые. Поэтому вместе с вручением президентской стипендии возлагаем на вас особые надежды на будущее нашей страны. Обычно человеком года становится персона, которая имела большое влияние на общество в течение года. И когда подводишь итоги, то обязательно начинаешь вспоминать заслуги каждого. Так и в этот раз. Группа, куда вошли представители 50 общественных организаций и СМИ, выбрала человека, который в течение 12 месяцев помогал и выручал кыргызстанцев, которые попали в сложные жизненные ситуации. Человека достойного звания «Человека года». И им стал президент строительной компании KG Group Имамидин Ташев, молодой предприниматель, который несколько лет занимается и бизнесом, и благотворительностью. Имамидин Ташев жыл адамы номинациясымен сыйлансын. Представители свыше 50 общественных организаций и СМИ выбрали человека года. Того, чья деятельность запомнилась и чьи поступки оказались наиболее значимыми в стране. Голосование на это высокое звание проходит в Кыргызстане впервые. По итогам 2019 года на звание лучшего выдвинули 5 кандидатов. И обладателем почетного звания стал предприниматель, президент строительной компании KG Group Имамидин Ташев. Жыл адамына татыш үчүн чоң нерселер жасаш керек. Ошондуктан биз көптөгөн коомдук уюмдарга, массалык маалымат каражаттарына, кыймылдарга, бирикмелерге кайрылып, ушундай сунуштама. Чтобы получить звание Человека года, нужно пройти через многое. Из-за этого мы обратились в различные общественные фонды, организации, к представителям СМИ и провели опрос. Из 5 представленных кандидатов все проголосовали за Имамидина Ташева. За вклад в развитие страны он и удостоен этого звания. У основателя строительной компании KG Group Имамидина Ташева общественных проектов немало. И почти большинство из них социально ориентированные. Предприниматель установил флагштоки практически во всех областях нашей страны. Остался только Нерен. Подарил 2 квартиры семьям, где родились четверняшки. Выделил дом артисту Чору Думанаеву и семье журналиста Улана Игизбаева. Оказал помощь общественному фонду Инетинщилыга. Помог объединить родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что квадратные метры Имамидин Ташев дарит многодетным семьям уже на протяжении 5 лет. Бул мырза көп жылдан бери кайрымдуулук иштерди аткарып келет. Кайрымдуулук кылып мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө. Он уже много лет занимается благотворительностью, поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья, помогает. Не ошибусь, если скажу, что не только наш фонд выбрал его человеком года, но и весь народ. Благотворительностью Имамидин Ташев занимается более 20 лет. За этот немалый промежуток времени предприниматель подарил квартиры около 30 нуждающимся семьям. Свою первую благотворительную акцию он вспоминает с улыбкой. Это было в Карабалте. Тогда он осчастливил детей-сирот, подарил квартиры. На этом предприниматель останавливаться не собирается. Добрые дела Имамидин Ташев намерен продолжить и дальше. Звание «Человек года» для меня на самом деле большая ответственность. Я постоянно всем говорю, что для достижения успеха нужно прежде всего воспитывать в себе человека с благими намерениями. Теперь я поставил цель – еще усерднее и активнее заниматься благотворительностью. Имамидин Ташев начал свою предпринимательскую деятельность еще в 2007 году. С первых дней он занимался благотворительностью, работал в России, в странах Европы, потом решил инвестировать в Кыргызстан. За 20 лет Имамидин Ташев был удостоен более 30 наград и 27 различных орденов и медалей, как со стороны государства, так и частных организаций.